какой-то прогресс в стране будет только после того, когда более четкие, правильные, профессиональные вопросы, законы, нужные для страны, будут издаваться и выполняться. И вот здесь нужны обязательно депутаты в парламенте со своими стойкими такими убеждениями, что в первую очередь нужно любой закон, любую статью в законе, а особенно если закон касается конституционных прав гражданина, то они должны обсуждаться с народом. Опять я понимаю, что в народе каждый из вас индивид, каждый из вас личность. Одному нравится какой-то закон, другому не нравится. Но вы знаете, в чем была важность парламентской республики? Народ мог свободно на общественных слушаниях говорить свои предложения, либо замечания. И к этому парламент прислушивался. К сожалению, сегодня парламент, можно сказать, отпустил свои позиции. Да, это остался законодательный орган страны. Но то, что мы сегодня президентская республика, парламент же теперь автоматически тоже подчиняется президенту. Вы же понимаете? Хотя это законодательная ветвь власти. Я почему вам, вот опять-таки, хочу, чтобы вы услышали меня про парламент. Вы же не просто выбираете, вот она мне нравится, а он мне не нравится. Вы же выбираете депутатов законодательного органа страны. И от этих депутатов 90 человек, да, сейчас их не 120, 90. От каждого из них будет зависеть, какой закон пройдет. Лоббирует ли там интересы какая-то, может быть, бизнес-группа. Может быть, там какая-то мафия будет контрабанду свою лоббировать. Может быть, там еще что-то, понимаете? И если депутаты все будут как болванчики, да, мен макулмун, то это плохо. Я не говорю, что там нужны депутаты, которые будут всегда против. Всегда против. Скажут, чем она не удовлетворена, или он. Вечно они против, вечно. Но когда нужно заявить о том, что действительно мы же с вами в народе, обязательно у депутатов есть еще одна функция. Мы обязаны встречаться с народом. И когда вы требуете депутатов вот на такие собрания, на свои вот такие местные сходки, да, вот, депутаты обязаны быть и отчитаться за свою работу. Потому что в первую очередь, еще раз говорю, вот этот мандат и значок, это место в Джугурку-Кенеше, кабинет. Сейчас там вот машину требуют, опять телефона и так далее. Это вы даете право этому человеку, от имени вас разрешаете ему говорить. От имени вас разрешаете ему выступать на всю страну. Поэтому здесь, уважаемые свердловчане, сейчас у вас уникальная возможность. Вы выберете именно из 25 кандидатов того депутата, кому вы можете доверить, кого вы уже увидели в работе, кого вы знаете, что не подведет. Потому что я сама смотрю список, и там есть очень много темной лошадки. Я не знаю, кто эти люди. Да, за ними есть деньги. За ними есть боссы с деньгами. Но у этого человека нет истории. Он молодой. Но я вот знаю, что уже двое молодых, я не буду называть фамилии, они мои коллеги, они мои кандидаты. Двое из молодых уже поймали с тем, что они раздавали домкомам, бабушкам, там, пенсионерам, раздавали деньги. И уже люди другие это все зафиксировали и передали в органы, чтобы разобрались. И когда мне говорят, иногда мне говорят, Ирина, хватит, ты опять идешь в депутата, зачем? Давайте молодых, вы уже вот как бы надоели вас. Слушайте, я, наверное, сама себе уже надоела, вот, честно говоря. Вот, потому что я постоянно там только воюю, там что-то за какие-то, но когда я вижу молодых, они не успели вылупиться, и они уже занимаются подкупом. Уже обман идет, подкуп идет. Я понимаю, что сейчас я уже иду не от партии, а именно от вас. Но я вас уверяю, как мне не стыдно было, и сегодня в любой регион я поеду, мне не стыдно смотреть людям в глаза. Ничего такого противогосударственного, противозаконного я не делала. Я была просто госслужащая. Мне до сих пор говорят, почему ты не хитрая, как многие депутаты. 3 созыва была депутатом, и ничего, даже молочного киоска не могла себе открыть. Ну, потому что я так воспитана.
своей комсомольской организацией, советским временем. Но вы знаете, мне сказали, над тобой все смеются. Вот вы надо мной смеетесь? Вот я бы хотела, чтобы слышали эти люди, которые сказали, над вами все, наверное, смеются, потому что не надо быть таким депутатом. И спасибо. Что хочу этим сказать? Что сейчас сложное время, что сейчас нужны депутаты, которые будут говорить правду, не бояться говорить эту правду. И вы прекрасно знаете, что я до сих пор тоже под следствием. У нас идут суды по кайташским событиям. Мой дом под домашним арестом. У меня нету бизнеса. Но мой дом, единственный, на меня и на моих детей, он под домашним арестом. Все, что я имела, это один этот дом. И он под домашним арестом. Вот сейчас вот приспичит им вынести вердикт суда. И у меня просто этот дом, у меня, у моих детей, у моих внуков, его заберут. По кайташским событиям. Уже Джейнбеков давно в резиденции чай пьет, а нас все таскают за этого Джейнбекова. Сокишку. Я вчера говорила, мне стыдно, я вдруг так поняла, думаю, ни один экс-президент не сидит. Ни один экс-президент не сидит. Атамбаев сидит. 3 года. За что? Разве нам не стыдно? Что он такого сделал? Почему он 3 года сидит? Как бандит? Или он коррупционер? Что доказали? Или что? Или он ограбил кого-то? Ведь он хотел, он всегда говорил, я хочу, чтобы люди потом помнили меня добрым словом. И он мне говорил на последнем из свиданий, потому что меня сейчас не пускают на свидание, нету мандата. На последнем свидании он говорил, да если надо, я говорю, когда вы выйдете, вот вы сейчас подходил молодой человек. Он ко мне пришел, не про меня спросил, как ваше здоровье, Ирина Юрьевна. Он спросил, слушайте, когда Алмаза Атамбаева выпустят? Вот первый его вопрос. На Рыне мы были, к нам подходят и говорят, когда Атамбаева выпустят? И везде, куда мы не пойдем. Потому что, не потому что Атамбаев, вот Атамбаев, экс-президент, потому что нарушено было столько много прав, закона было нарушено. Так, знаете, сфабриковали дела, что просто стыдно за судей, за прокуроров, за следственную опергруппу. Настрочили 84 тома, более 10 дел открыли на Атамбаева. Слушайте, Бакиев в Беларуси там радуется жизни. Акаев вот приезжает уже сюда, как будто ничего не было. И вообще он деньги не вывез из страны, он нормально себя чувствует. Джейнбеков сидит в резиденции. Слушайте, один Атамбаев сидит в тюрьме. Вообще. Я считаю, это крайне несправедливо. И это еще раз говорит, что нету сейчас справедливости. И у этой власти они боятся жить по закону, работать по закону. Потому что очень многие придется посадить настоящих коррупционеров и мафиозников. Надеюсь, что вы поддержите меня и меня услышали. Я и пришла сегодня поддержать Ирину Юрьевну. И я хочу сказать, что если не она, то кто? Вот те толстосумы, которые сейчас ездят, которые с первого дня агитации во многих районах 25 килограмм муки сразу приносят и не спрашивают, и говорят, только вот номер такой-то, вот за меня голосуйте. Все. Человека не знают, а его в прошлом не знают. Вот Ира прекрасно об этом сказала. Раздают деньги, просто раздают деньги и говорят, голосуйте за меня. Я что хочу сказать? Берите и муку, берите и деньги, но голосуйте за Ирину Юрьевну, номер 22. Ирина Юрьевна потом сможет отчитываться перед вами. Вы можете ставить свои вопросы и проблемы именно ей, потому что она идет от вашего округа. У вас есть какая-то будет взаимосвязь в будущем, поймите. А те люди, которые появились и исчезли, можете крест поставить, они никогда и не придут к вам, и никогда вот таких встреч и организовывать не будут. Это уже мы видим на практике. И дай Бог, дай Аллах, вот воскресенье, за номер 22 в списке кандидатов, чтобы у меня просьба, я поддерживаю ее сама. Я думаю, что большинство из вас проголосует за нее, ваш округ отдаст голоса. Еще есть одна фраза, если хочешь там заиметь друга, то пусть этот друг будет такой, как Ирина Юрьевна. Вот по WhatsApp это тоже пересылалось. Это говорит о многом. Это говорит о многом. Человек, который не предаст никогда.
Это человек, который не украдет у вас ничего. Это человек, который будет работать на вас. И человек, который несет ответственность за вас. И хоть какой-то глаз народа с парламента хотя бы будет идти, что там происходит. Потому что то, что было при Алмаз Шаршеныче, да, прямая трансляция, какие вопросы ставить. Мы вечером могли это смотреть по телевизору. Сейчас ничего не ставится. Они переписывают, ставят законы так, как им нужно. Ну, я понимаю, что и вы со мной согласны тоже. Можеден мындай чынына келгенде мына Атамбаев туганда кандай гана жакшынакай действительно жашаганбыз, жашап келгенбиз ушуга чейин. Анан эми бир Батукаев жөнүндө эми болуп калмагандан кийин эле эми ол эле жанындагы достору чогуу тамак ичкендер ошонун баарын мындайча айтканда сатып кетти. Бир гана ушу аял кишини мен айтам эркекте болгон аял бар экен. Бир гана эркекте бол. Мына телевизордон байкап көрүп элеттик. Байкуш тырмышып эметип элетти. Ошондо ушу кишинин ого өтөр мен мурун эле сыйлачырым, азыр болсо мындайча ого өтөр он эсе сыйлайм дайбы. Рахмат, молодец. Ирина Юрьевна, молодец. Мы за тебя. Поэтому эми баары үшүп кетти окшойт. Мен как аксакал, как старый партиист мынакей батаңызды берели. Мына жогорку кеңешке омейин деп коелу баарыбыз. Ушу жогорку кеңешке өтүп кетсин Ирина Юрьевна. Кийин Юрьевнага барганда любой убакта жардам бирдеме сурап калганда жүзүбүздө ачык жарык болот. Омейин өтүп кетсин. Аллаху акбар.